Вооружившись посадочными трубами, участники экологической акции выходят на специально подготовленную песчаную площадку. Одни приехали большими коллективами, другие – семьями. У активистов Общероссийского народного фронта уже есть опыт посадки деревьев. Правда, раньше объемы были куда скромнее. У Народного фронта также есть своя акция, называется «Лесу да, свалкам нет», в рамках которых мы помогаем убирать несанкционированные свалки мусора и высаживаем на местах свалок деревья, которые будут через десятилетия радовать и делать чище наш воздух. Здесь же умельцы из Лесного института презентовали свою разработку – посадочную трубу, которая послужит альтернативой шведской патипутке. Правда, запатентовать изобретение еще не успели, но уверены, в плагиате их не обвинят. Мало того, что их устройство в разы дешевле импортного, так и технически превосходит своего зарубежного собрата. У трубы патипутки несущая часть является сама труба, да. А у нас есть металлический стержень, который несет всю нагрузку на себе. И трубы, которые опускаются сеянец-саженец, можно менять, то есть различных диаметров ставить. И поэтому одна конструкция может заменить несколько размеров тех труб. Вот те самые 60 гектаров железнодорожного лесничества, где 2 года назад прошел самый масштабный день посадки леса. Сегодня юная хвойная поросль чувствует себя уверенно. Правда, за ней все время приглядывают инженеры по лесовосстановлению. В нашем районе возраст спелости древостой примерно 100 лет у сосны составляет. То есть все, что мы посадим, оценить результат смогут только наши потомки, потому что дерево, возможно, крупкое будет только через 100 лет. Все, что мы сможем сделать сейчас, это посадить молодые деревья, ухаживать за ними вовремя, дополнять. В этом году лесовосстановление запланировано на площади больше 40 тысяч гектаров. Львиная доля – это, конечно, то, что вырастет само. С помощью людей засадят около 2000 гектаров. Работа эта ляжет на плечи крупных арендаторов. Это даже больше, чем в прошлом году. В последние годы мы столько много не садили. И что радует, что растут площади именно занятые лесовосстановлением закрытой корневой системой. То есть в республике работает большой питомник, и республика полностью себя обеспечивает посадочным материалом. Плюсы сеянцев с закрытой корневой системой налицо. Приживаемость такой сосны больше 98%. И все же про хвойных малышей с открытой корневой системой тоже не забывают. Сегодня в Коми работают 3 питомника, которые поставляют посадочный материал. В планах Минприроды региона восстановить утерянные площади в Ухте и Троицко-Печорске. Начнется эта работа уже в следующем году. Виктория Палкина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Книжпогосский район.